Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Сейчас мы переживаем непростые времена. Именно в такое время каждый человек находит для себя то, что ему близко. Для одних это народная вокальная культура, для других, к примеру, живопись. Сегодня мы познакомимся с художником, который в своем творчестве воспевает красоту русского пейзажа. Вот Саша Федотов, он стоит, конечно, особняком от нынешней живописной культуры, которая существует у нас вот в республике, например. Да. Конечно, видна его школа, Казанская художественная школа, училище, затем он поступает в Суриковский институт, попадает к очень знаменитому тогда художнику господину Мочальскому, и вот эти все традиции живописного отечественного искусства, культуры он, конечно, вобрал. Во многих вещах я здесь, произведениях, я чувствую здесь того же Саврасова, Рериха, знаете, есть вот работы, которые вот эти вот горизонтали, которые нас уводят вдаль, да, и вот эта вот палитра, она абсолютно вот где-то перекликается с Рерихом. Есть работы очень похожие на Куин, я имею вот как бы аромат вот тех произведений, вот эта глубина, которая была у Куинджи, да, традиционная, вот она и здесь прослеживается. В одних художниках национальная принадлежность проявляется очень ярко, а в других – более посредственно. В своих произведениях Александр Федотов проявляется как яркий представитель русской классической живописной школы. Этот художник, он не тратит себя на какие-то скажем так, диалоги, монологи, он молчалив. Но в этом своем молчании, молчальника, да, скажем так, он, конечно, замыкаясь вот в этом мире, он для нас раскрывает совершенно удивительно богатый мир, который есть вокруг нас. Но мы пролетаем мимо этих природных потрясающих явлений, этих фрагментов, этих домов, этих осенних полей, заснеженных деревенек, да, пролетаем, и мы не замечаем вот этого вот, этой глубины нашего российского пейзажа. Конечно, это очень жаль, но я была счастлива, когда вот экспозиция построилась, и надо сказать, что строила эту экспозицию Неля Кумысникова, его жена. Она большая поклонница его таланта. Они много лет вместе живут и друг друга поддерживают. Я имею в виду, потому что они разные, очень сложно поддерживать. Вот. То есть она просто потрясена. Каждый раз она восхваляет его, потому что она действительно очень любит его искусство. А я геологом буду, в тайгу поеду. Эх, романтика. А как же я? Вместе поедем. А я летчиком хочу быть, испытателем. А я пойду на врача учиться, буду людям помогать. А я мечтаю о любви. Какая это ночь, ночь была холодна, не болела бы кровь, не страдала.
Наиля Кумысникова, она национальное явление нашей республики, да, это человек, который занимается кожной мозаикой, традициями, театральное искусство, сценография, она занимается костюмами национальными, это совсем другое. А вот тут, как бы она, наверное, наверняка, я так думаю, когда она приходит в его мастерскую, она погружается вот в этот вот мир глубокий, тихий, замкнутый, такой вот индивидуальный и в то же время атмосферный, как вы говорили, да, и, конечно, она так же, как и я в полном восхищении. Искусство татарской мозаики из кожи дожило до наших дней и стало известно широкому кругу почитателей во многом благодаря ремеслу казанских мастеров, занимавшихся изготовлением традиционной татарской обуви ичигов. Мама у меня очень мечтала носить татарские сапожки, и первые сапожки делались для нее. То есть, чтобы их сделать, нужно было изучить узор, изучить технику, технологию изготовления, найти мастеров, научиться все вот это вот воспроизводить руками. Причем, если я раньше очень боялась ножей любых, я не умела резать, даже из бумаги, то я начала резать кожу. Это были такие узорные, красивые сапоги. Она с удовольствием их носила. Они были мягкие, они весили всего 200 грамм, там, что ли, вообще такие совершенно невесомые. Но это то, что нужно пожилому человеку, чтобы обувь была мягкой, удобной на каблучке и легко носилась. Я думаю, что это вот те свойства, которые были присущи нашим ичигам. Почему их бабушки очень любили, эти ичиги, правда? Вот. Мы и сами любим мягкую обувь, а это вот было вот, ну вот так, стал сапожником на какой-то момент жизни. Ой, кудрявчик, кудрявчик, моя Кудрява ты добрый молодец, кудрява ты добрый молодец, Иван Иванович, Иван Иванович, ой, кто тебе породил молодца? Ой, кто тебе породил молодца? Породила меня матушка. Породила меня матушка, споем, скормил сударь батюшка. Споем, скормил сударь батюшка, возлелела во чужая сторона. Возлелела во чужая сторона, завела кудри сударушка своя. Завела кудри сударушка своя, сударушка краснодевушка. Сегодня техника художественной обработки кожи в стиле татарской мозаики широко применяется при изготовлении различных изделий. Все они один из важнейших символов татарского национального искусства. Наиля Кумысникова, выставка которой проходит в Национальной художественной галерее Хазине, вернула нам забытые традиции татарского народного искусства и как автор-профессионал украсила наши дома и наши музеи прекрасными произведениями. Выставка, которую я хотела посвятить только кожаной мозаике. То есть даже если сервиз, это вот сервиз с узорами кожаной мозаики. Вот, вот так. То есть она небольшая, 2 зала всего. 5 лет назад у меня была большая выставка, в которой было собраны практически все работы с костюмами. Ну, не все, но основные были собраны, она проходила в манеже.
очень скупая палитра. Это, вы знаете, это очень сложно создать произведение при такой скупой палитре, да, буквально вот в нюансах. Мы даже не видим вон в той картине, где дома, темные дома на темном таком снежном небе, вдруг впереди этого дома розовато-сиреневый снег, да? Вот откуда он этот взялся, этот розоватый сирень? Но он создает какую-то необыкновенную атмосферу. Или вот здесь раз, два, три, четыре линии. Земля очень немного схвачена, но мы видим, что там лед, впереди снег, а там тоже заснеженное такое небо тяжелое, и прорывается солнце, прорывается. То есть, конечно, это очень литературные вещи, очень музыкальные. На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина, кургане похоронена война, мирный берег, тихо плещется волна, в том кургане похоронена война, мирный берег, тихо плещется волна. Его пейзажи – это особая аура, особая атмосфера. Если мы пройдемся по его картинам, и, наверное, каждый из нас может ощутить вот какое-то вневременное состояние вечности. Его особенность, его работ в том, что мы нигде не увидим изображение человека, мы нигде не увидим изображение птицы, животного, то есть то, что населяет нашу жизнь. И в то же время они все одухотворены, они наполнены этой жизнью, потому что именно вот это дыхание вечности, дыхание какой-то природы с большой буквы, оно населяет каждую его картину. Он любит ночные пейзажи, он любит лунный свет, он любит такой приглушенный солнечный свет, когда этот свет идет, льется через облака, через тучи. Он любит состояние дождя, состояние падающего снега. Во всем этом, мне кажется, художник находит вдохновение для создания своих полотен, в которых присутствие человека, оно завуалировано, оно скрыто от глаз, но мы видим это присутствие. Он изображает в своих работах не только чистый пейзаж, это прежде всего еще и деревня, это изображение сельской местности, но здесь мы тоже видим старые дома, от которых веет вот тоже этой вечной какой-то чистотой. Особенно мне понравилась и импонирует вот эта работа. Здесь вообще художник следует традициям русского пейзажа, русского эпического пейзажа. Прежде всего, это традиции, которые идут от пейзажной живописи XIX столетия в работах Волкова, в работах Левитана, Куинджи, потому что вот их работа со светом как раз это то, что является визитной карточкой творчества этого мастера.
И, конечно же, вот, казалось бы, в его не самых больших по размеру пейзажах. Они, в принципе, все примерно одного размера. Он любит вот такую квадратную форму. И здесь раскрывается как раз вот задача эпического пейзажа, которые идут, традиции которого берутся из пейзажа 19 столетия. И вот эпичность здесь раскрывается как раз через вот это столкновение, что ли, или соотношение небесного пространства и земного. Но самым потрясающим вот в этой работе является вот эта белая маковка. Маковка церкви, маковка часовни. К сожалению, сегодня на просторах нашей страны очень мало сохранилось таких пейзажей со старыми церквами. А когда-то такие маковки можно было увидеть путнику, который шел из деревни в деревню, из местности в местность, именно по таким маковкам, которые являлись маяками для путников, вот по этим маковкам и шли к тем селам, к тем деревням, в которых располагались эти церкви. И вот этот чистый пейзаж, вот это несколько тревожное небо, вот эта тень, которая легла от облаков, от туч, от облаков на эту землю, осенний пейзаж, совершенно лаконично. Вот лаконизм — это тоже одна из черт творчества художника. Знакомясь с творческим миром художника Александра Федотова, находишь надежду на будущее. Возможно, что картины этого художника вдохновят кого-то из нас на создание собственного полотна. Очень хочу, чтобы он еще много лет поработал, здоровье ему. И я знаю, что он вот переболел довольно сильно. Неля все-таки и семья его как-то спасла, поддержала. И чтобы он еще много-много-много произведений сделал для нашего Отечества.